ложные обещания или четкие действия. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Садыр Жапаров сообщил о согласовании 50% госграниц между Таджикистаном и Кыргызстаном. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения. Президент Кыргызстана на встрече с дипмиссиями зарубежных стран в честь 30-летия независимости страны сообщил о переговорах по определению границ с Таджикистаном и Узбекистаном. Жапаров сообщил, что пограничные вопросы с Таджикистаном и Узбекистаном до сих пор не решены, переговоры продолжаются. Он подчеркнул, что разрешение пограничных вопросов с Узбекистаном проходит активно и в духе взаимопонимания. Переговоры с Таджикистаном также активизировались и согласовано более 50% границ. Чтобы решить пограничный вопрос с Таджикистаном, правительства Кыргызстана и Таджикистана должны принять политическое решение и продолжить переговоры на основе принципа взаимного уважения и добрососедства, сказал Жапаров на встрече. Он не сообщил, о каких 50% идет речь и когда они были согласованы. Ранее в начале апреля о 50% говорил и президент Таджикистана. Эмомали Рахмон во время встречи с жителями Джамаата Варуха заявил, что вопрос обмена Варуха никогда не обсуждался, и отметил, в 2016 году предлагалось подписать проект соглашения по делимитации и демаркации уже определенных границ. 519 километров. Кыргызская сторона сама выразила готовность, и вся документация была подготовлена. Однако по неизвестным причинам соседняя страна тогда так и не подписала этот проект и до сегодняшнего дня не подписывает. Кыргызская сторона выступила с инициативой создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов. Если бы тогда, в 2016 году, подписали тот проект, мы бы определили более 50% госграницы. Это ли имел в виду президент Кыргызстана или говорил о новых соглашениях, неизвестно. До этого власти Таджикистана сообщали, что протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном достигает 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. После вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе в конце апреля стороны подписали протокол по дороге в Орух и некоторых участках госграницы, которые не реализовались на деле по вине Кыргызстана. Тогда же стороны договорились до 9 мая описать 112 километров госграницы. Топографическим рабочим группам было поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской границы на указанных участках в протоколе. Тогда сообщалось, что во время встречи глав государства будет подписано соглашение и после будет проведена демаркация. Однако на встрече президента в конце июля никакой документ по границе не был подписан, несмотря на 6-часовые переговоры тет-а-тет. Стороны несколько раз сообщили о встречах рабочей группы по делимитации и демаркации госграницы между странами, но подробностей не было. И только 29 июля член правительственной комиссии Кыргызстана по делимитации и демаркации границы Абдулат Мирзаев сообщил на заседании Жагоргу Кенеша, что на последних 3 встречах рабочей группы описали 40 километров. Работа продолжается. После этого были еще встречи, но подробностей о них не сообщались. Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы. Для нас особо важно продолжать укрепление доверия между нашими народами. Как вы думаете, это пустые разговоры президентов или действительно какая-то работа уже проведена и результаты есть? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.